канале «Народный репортер». Э, на- «Народный репортер» на канале, хаслам якога з'яўляецца «Правду казаць легко і прыемна». І я спадзяюся, што вы сапраўды чуеце ад мяне, ад маіх гасцей праўду. Праўду, можна сказаць, што праўда ў кожнага свая, і так часта кажуць. Не, праўда заўсёды адна. Усё астатняе гэта разнавіднасці. Мы пачынаем нашу праграму са спадаром Віталём Кондратенко. Зараз праз пару хвілін ён з'явіцца ў эфіры. Назва для мяне такая, не ведаю, сімвалічная, метафарычная. Шмат у ёй сэнсаў. То, што зараз адбываецца з нашай краінай, што потым будзе у падручніках гісторыі, не магу нават сябе уявіць, як будуць пісаць пра Ціхановскую, Ціхановскіх, пра гэтую авантуру, якую назвалі беларускай рэвалюцыяй, ад якой пацярпела шмат людзей, а шмат людзей, наадварот, шмат заработала, жыве сябе вельмі чотка, асабліва у Польшы, у Літве, ну я не ведаю, у іншых краінах, і я ўпэўнены, што яны, будучы чыноўнікамі і міліцыянтамі Лукашенка, столькі не зараблялі, сколькі зарабляюць тут, на нашай агульнай бядзе. І вось гэты менавіта груз, які цягне на сваіх хрупкіх рамёнах, плячах Святлана Ціхановская, вось мы яго будзем абмяркоўваць з Віталём Кондратенко. Ён жа вірус, ён жа маргінез, такі ў прошлым, як я. Ну, я не думаю, что мы прям серьезно так будем сегодня, но шмат усялякіх навін. Напрыклад, Віталь Кондратенко открыл шиномонтаж. Ну, прыемная навіна, да? То бок, Зміцер з кіндераў патрабуе ад Ціхановская 2000 евро. Но, канешне, жарты жартамі, но ёсць добрыя навіны. Спадар Мікола Статкевіч, які з'яўляецца для некаторай часткі беларусаў сімвалам нязломнасці, мужнасці, ён зараз дома. Мы гэта абмяркуем сёння з Віталём. Маргінез Олег Емельянов — это ў сэнсе маргінал, чалавек з краю, ну, як пераводзіць з лацінскай. Гэты тыдзень азначыўся также, ну я, конечно, можа там нешта путаю, можа гэта і поза той тыдзень, но, по-моему, гэты атакамі на Марыю Калеснікаву, атакамі аховай офіса. Дарэчы, у Кабанов выйшаў з новым фарматам відоса на 3 гадзіны. Не ведаю, хто яму там дал фінансаванне, ці то яны рыхтуюцца ўжо ДКР-4 з Манько, з Беспаловым. Вось. Ну, даволі такі цікавы відос у сэнсе, ну, прапаганды, да, і у сэнсе такой, ну, я бы сказал, адмоўнай палітыкі, да, то, што яны там, ну, карацей, магчыма, я хочу завтра гэта абмеркаваць з вами, уже вірус ломіцца да мяне. Беларускі Фенікс хоча
приєднатися до трансляції. До вас, поважані сябры, 86 чоловік нас глядить, 12 подобаек. Гэта нармалёвы старт, подобаек можна крыху поболее. О, 91 сразу стало и подобаек. Добрейший вечерочек. То тебе можна повіншаваць з адкрыццём шынамантажа ўласнага, да? Не, я еще не открыл это. История про то, что я сейчас деньги собираю на то, чтобы открыть передвижной шиномонтаж. Ну, сам понимаешь, наше время, да, то есть мы с тобой тут работаем в доставке для того, чтобы, по сути, Слухай, Виталь, давай гэтую навіну перанесем на конец. А то мы так начинаем, люди могут подумать, что мы хотим попросить некие донаты. Стары, мы же Не-не-не-не, серьезные не-не-не, доставщики. Нам не-не-не, донаты не потребны. Ну, как бы потребны, но это не является нашей мэтай, так? Давай все ж таки, Амиго, давай, не, серьезно, я памятаю про... не, я тебе совершенно не про донаты, это как его. Я про то, что вообще ситуация в чем? Мы можем все равно с этого начать, потому что здесь такая ситуация, что мы с тобой оказались в той ситуации, где мы находимся за рубежом и работаем для того, чтобы канал содержать. И вот у меня просто идея в последнее время возникла, что для того, чтобы открыть какие-то свои СМИ, в том числе и белорусы должны работать. Вот и все. Ну, то есть и я буду примером того, что я буду работать для того, чтобы содержать свою СМИ. Хорошо, гляди, я тады табе подкину ідэю і мы пераходзім да Статкевіча, потому что мы не планавалі так з сабой з гэтых грошаў. Но Памятаеш, што твои сябрушкі, піўныя аналітыкі і нейкія іншыя просяць, каб 1,5% бізнесоўцы пераводзілі ім на іхнюю там Саша, што ты несеш. Гэта добрая ідэя. Трэба падкінуць украінскім і польскім бізнесоўцам, можа яны нам падкінуць гэты 1,5% ад сваіх падаткаў. Все, поехали. а, Давай. там другая ситуация. Для того, чтобы такое можно было сделать, необходимо в Польше иметь НКО минимум 2 года. И до того, пока НКО не исполнилось 2 года, такое нельзя. Карася, я пролетаю. Ладно, ну вот донат мне закинули с Канады. Дякую вялікі. Вось. Ты на своем канале транслюешь? Нас уже 101 человек глядит. Знаешь, я попытался, но почему-то не пошла трансляция. Ничего страшного. Я Окей. потом тебе это перекину. Аксидант, вялікі дзякуй за донат. Вельмі прыемна і ну сапраўды чым ну я меньш просто цісну на педалі. Хотя мне уже задонатили машину. Вось, ну про яе отдельная гісторыя, потому что карацей, асобная гісторыя, я там ее памяняў, там, ну, карацей, будзе прикольно, но просто, что сябры, чтобы вы ведали, что мне американские сябры задонатили машину, каб я не крутил педали, а ездил на машине. Но я пока Ну, что они правильно сделали, потому что я еще раз говорю, для того, чтобы каналы существовали, но нам их необходимо самим поддерживать. И вот я про это и хотел вести речь, что, ребят, здесь фишка в том, что для того, чтобы что-то в Беларуси сделать вообще, и белорусам надо привыкнуть к этому, что за них никто ничего делать не будет. Точно так же, как и... ну, то есть, если ты садишься на гранты, то ты что-то обязан и нести все, какую-то нет, политику давай про обязан. политику, давай про гэта потом. Ну, Віталь, Ну, сур'ёзна, потому что я тебе так скажу, что люди, калі яны адчуваюць, что ты ім патрэбна, яны донацяць. Вось і все. Гэта не, проверенная метода. пускай Это тебе донатят. что? Пускай тебе донатят. Я тебе кажу, что это ну, проверенная речь. Давай поговорим про вызволение Миколы Статкевича. Это вельми добрая вельми актуальность, что он на воле, что он дома, слава богу. Для многих белорусов он ну, з'являецца таким падтрымкай маральнай, арыентырам маральным. Дзякуй богу, што ён прыйшоў. Усе павінны быць на волі, усе павінны быць на волі палізняволеныя. Но мы сёння пра Статкевіча, ну, соседзяў. Ну что, у тебя свята нет на душе?
Ну, я очень порадовался новости того, что, конечно же, он вышел, но есть и плохие новости именно с болезнью, с которой он столкнулся, с тем, что сейчас на данный момент он может разговаривать только на одну сторону, насколько я знаю. Вот. И у него сейчас на данный момент проблемы с речью. И это очень плохо, потому что сам по себе, как ну, моральный лидер, который решил остаться в Беларуси, несмотря ни на что, хотя а, свобода была в одном шаге от... ну, то есть только надо было сделать этот шаг, да? Но он решил остаться именно в Беларуси и пошел на этот принцип. Вот. И вот то, что с ним случилось, это довольно-таки страшно. Но это говорит о том, что режим беспощаден. И, кстати, очень сильно показывает еще одну ситуацию. Это ту, о которой ты здесь разговаривал с Ксенией, да, то есть режим своих противников не щадит. А если человека оставляют на свободе, то уже много вопросов. Это вот про ту ситуацию, где тарологи возвращаются офисные, ну, приофисные в Беларусь, Ну, да, и давай, ничего не происходит. подружка, давай так, давай подружка офісних фей, вот так скажем. Да, Подружка да, жанчын, якія працавалі в офісе і якая праз сваё гэта знаёмства атрымоўвала гранты і займалася СММом. То бок это важно. Там, да, то да. таролог, может, люди подумают, что она тару сдавала или там тарой занималась, да? Вот. Ну, да, ну, как бы, я думаю, что большинство людей все-таки знают, что такое таролог, да, то есть, ну, я не думаю, что у людей сильно сразу же какие-то ассоциации старые будут, Слушай, честно. что ты такой ржачный? Ты из-за того, что шиномонтаж открываешь, у тебя такое настроение, что тебя аж как колбасит, прет, ты что-то у тебя в Нет, я желудке? просто параллельно пытался удалить трансляцию, А, вот, и понятно. я даже не ожидал, что ты с этого начнешь эфир просто, поэтому, Слушай, ну смотри, ну, наприклад, да, понятно, что Миколай Статкевич зараз у хаце, что ён, ну, я не ведаю, ці можна гэта назваць перамогай, ну, шчыра кажу, вось, сябры, не падумайце нічога, заплаціць такую цэну, праз інсульты выйсці, і мы ведаем, што ў Беларусі ніякага контроля за станам яго здароўя, ну, можа і не быць. Вось, і можа гэта такая нагода звярнуць увагу міжнароднай там общественности, чтобы они это как-то контролировали. Ну, то есть как элемент бяспекі, чтобы ему оказывалась нормальная медычная дапамога, каб амерыканскія, напрыклад, паслы, амбасадоры заезжали, ну, пыталіся, як ён пажывае, як там ему оказывается, чтобы там Лукашенко яго не дабіў, потому что, ну реально, я так думаю, что не хотел Лукашенко, каб ён у турме памёр, да, как памерлі іншыя наши люди, их было шмат, ну, и я, если, компьютерщик. Да, кажи. ну, вообще, честно говоря, я говорю, что режим Лукашенко, он беспощаден в этом плане, да, то есть вот этих вот 6 лет а, непрекращающихся репрессий у меня возникает постоянно только один вопрос. Почему вот эта вот весна и же с ними показывают одинаковые цифры, и сейчас их уменьшили ровно на то количество, которое якобы, еще раз, якобы помиловал Лукашенко. Я не считаю это помилованием. И почему, ну, то есть все остальные люди находят, ну, то есть почему общее количество репрессий не отображается нашими псевдонезависимыми, скажем так, источниками, да, которые называют себя независимыми. Вот это вот самое главное, потому что в 2022 году режим Лукашенко сам лично признал о наличии 9 тысяч уголовных дел. 9 тысяч уголовных дел. По каждому из этих уголовных дел проходит от одного человека до группы лиц. Естественно, режим Лукашенко признал, что в Беларуси находится больше 9 тысяч политических заключенных. Но в этот же момент постоянно цифра поддерживается на одном уровне.
И это, в принципе, есть проблема некоторая. Почему, я тебе могу сказать? Потому что многие люди, когда они, ну, то есть, начинают бежать от режима, режим же ж, очень часто не выдает документы о репрессиях. Ну, естественно, он их уничтожает, да, то есть и люди, выйдя из тюрьмы, не могут даже доказать, что они там сидели, потому что там нету даже информации на той же самой весне, что многие из них сидели. И люди находятся, прости, в патовой ситуации, когда когда они, ну, они не могут подтвердить свой кейс. І не можуть отримати допомогу ніякую. Да, допомогу, да, ну, допомогу, да, так они еще и кейс, уезжая в другую страну, не могут свой подтвердить. Скажи, калі ласка, тут подказывае мне Серж, Клим Серж, что недаванне статуса политзаключенного это яшчэ один з варыянтаў схематоза. Ну так реально можа быць, каб ну, менш палізняволеных, менш трэба. А я думаю, чтобы, ну, то есть, происходит это по другой причине, но это чисто мое мнение, и мнение мое такое, что происходит это по причине того, что, а, как тебе объяснить, им нельзя показывать, что в Беларуси их становится больше. Иначе, для доноров, работа офиса Светланы Тихановской видовочна, да, она будет, что они, ну, то есть офис Светланы Тихановской присутствует, а репрессии только увеличиваются. Вот, из-за этого. То есть, ну, это уже цифры будут показывать. Поэтому они цифры одинаковые и держат. А на то, что будет с людьми, то, что будет, ну, которые от этого пострадали, им просто все равно. Ну да, это как бы такая цікавая рэч. Я вось хачу, раз мы про гэта заговорили, давай будем скручивать. Сергей, а можно 2 секунды? Как его, у меня дело в том, что там кто-то стучится в дверь, да, мне надо открыть. Я тебе задам один вопрос, пока ты будешь отвечать, я его все Не, равно буду слышать, я забегаю. я расскажу. Не, иди, я Сергей, расскажу. Иди, вот ты подожди, прошел, подожди, ну, иди, окей, сейчас открой, я иди, прибегу. открой, я скажу, сябры. У меня атрымалася такая цікавая ситуация, просто, ну, уже у сувязі з тым, што мы казали про весну и про гэта. Карацей, я на байхелп подаўся на зубы, на стоматологию. Вось, яны мне гэта ўзгаднілі. Окей, узгаднілі лячэнне, но потом вы знаете, что стало з байхелпом. Вось, я звярнуўся ў арганізацыю, у іншую, у лекавід, яна называецца. Вось, а яны кажуць, што мы вам не можам дапамагці, таму што вы выйшлі до 23-го года. Я такой думаю, ну окей, но я же как бы звярнуўся ў байхелп адразу, то бок, ну, выйшаў з турмы, звярнуўся, мне адобралі. Ось. І нічога не хачу сказаць, там гэта схематоз, не схематоз. Не-не-не. Там у них мусіць там свои правила, но а як пераемнасць непонятно. І гэта яшчэ ведаеце, я-то думаю, я-то как бы, ну, я не кажу, что я там легенда, да, но я больш-менш вядомы чалавек. А што тычыцца простых людзей, которые вышли с одной сумачкой, прыехалі сюды. Я вось чамусьці вось сябры, ведаеце, мне не зразумела, чаму вы не ідёце і не распавядаеце гэта па. Я разумею, у вас там могуць быць сваякі ў Беларусі, но не во всех же так. Мы атрымоўваецца, што мы там беглі ад рэжыма, а прыехалі тут, і тут мы таксама з замкнентымі ртамі. Ну што гэта такое? Ну это неправильно. Ну, разумееце, то бок ад таго, што мы маўчым, сістэма дапамогі не выбудавана палітвязням. Пра ваяроў і асабіста ўразлівая група пенсіянеры вообще нічого няма. Так а што з імі рабіць? Чтоб яны там паміралі без працы, без нічога, просто што вы іх, сюда прывезлі,
а яны не могуць працаваць. Здароў. Слухай, Да. ну так што, давай скончым все ж таки со спадаром мы не договорили. Мы просто ты прыгаем, ты такой довольный, мы прыгаем с темы на тему, и уже я там про зубы про свои рассказал там. Ось. Карацей, што, Таткевичем. што самае галоўнае, што ён дома, няхай адпачывае, ніякай палітыкі, хаця ён тут уже перапужаў там, я гляжу наших там некаторых сяброў. Ну, то, что он перепужал, это их проблемы, а вот то, что ему сейчас нужен покой 100%, и я не понимаю сейчас тех людей, которые, ну, то есть пытаются его взять в оборот. Вот. Я не понимаю многих там СМИ, блогеров. Я знаю, очень много им пытаются у него там интервью взять и так далее и тому подобное. Ребят, дайте человеку прийти в себя. Вы понимаете, что человек, ну, заболел, и ему надо хотя бы время для того, чтобы прийти в себя, и время с тем, чтобы ознакомиться с тем, что вокруг произошло. И это как его, это довольно-таки страшная ситуация. Вот, и я желаю ему только здоровья и ничего кроме этого. Што там давай зараз я таксама яднаюся да цябе наконт ядравай зброі ў Беларусі. Давай гэтую тэму разглядзім. У нас была с тобой такая типа ну спрэчка не спрэчка там поза эфиром, что ты кажаш, что типа если у Беларусі будзе ядравая зброя, будзе гэта типа ЗРГУ. Понимаешь, все зависит от того, как воспринимать эту ядерную сброю, да, то есть если воспринимать ее по поводу, ну, то есть российская ядерная сброя, то я, конечно же, против этого, да, то есть, ну, как и любой другой человек. Но, ну, потому что Беларуси необходимо уходить все-таки от России, да, потому что Россия минимум, ну, как бы она является ядерным шантажистом. И за последние 15 лет она превратила ядерное оружие в инструмент шантажа, да. А Беларусь в этом контексте сейчас, конечно же, выглядит как бы заложником и, по сути, несостоятельным игроком, да. То есть она предоставляет свою территорию и предоставляет возможность Кремлю как бы Ну, это как его, шантажировать страны, которые рядом. Но здесь произошла чуть-чуть другая ситуация. То есть был подписан ну, документы, да, по сути, да, после которых Беларусь может оставаться ядерной страной, но в другом формате. Речь идет не о том, что Беларусь имела на территории Беларуси российские ядерные ракеты под контролем Москвы, а именно речь идет о том, что может стать нейтральной страной с ядерными гарантиями. Понимаешь? То есть именно с ядерными гарантиями. Почему? Потому что вообще таких стран, ну, то есть эти страны живут в чуть-чуть другой парадигме. И, допустим, та же самая Швейцария живет в таком понятии, там, вооруженный нейтралитет, да, то есть Япония, она не имеет ядерного оружия, но имеет защиту ядерной державы. Да, это как его, Южная Корея тоже находится под ядерным зонтиком. И Беларусь может взять модель ядерного зонтика, но без российских баз. То есть взять гарантии безопасности от нескольких стран, таких как США, Франция, либо Британия, но без присутствия российских войск. И вот здесь, что самое интересное, почему я не согласился с Виктором Бабарик, это в том, что он пытается полностью снять ядерный, ну, то есть статус со страны, и он связывает ядерный статус равно Россия. Нет, ядерный статус равно может быть США, Франция, либо Британия. Понимаешь? Ну, то есть входить под защиту этих трех стран, я не вижу в этом ничего такого плохого либо сверхъестественного. А вот по поводу того, что от России необходимо уходить, это я 100%. То есть а, это не про то, что Беларусь получает свою бомбу, да, это про то, что Беларусь перестает быть мишенью и одновременно перестает быть ядерной прокладкой России. карацей, Понимаешь? я тебе не так зразумеў. Я ж тут тебе адказ падрыхтаваў там типа ядровая кнопка ў Менску. Ну да, понятно, да. І калі ў такім Но варыянце, так это прымальна. Ну, что?
Ну, понимаешь, здесь преимущество этой модели нейтральная Беларусь плюс ядерная гарантия, она неоспорима. Беларусь не становится стороной агрессора, то есть стороной ну, российской вот этой агрессии. На территории нет российских зарядов, и Беларусь получает международные гарантии безопасности, сохраняет военный потенциал, но без ядерной зависимости. Становится буфером, но не плацдармом, и может распоряжаться своей политикой, а не, скажем так, тем, что там есть у этой русской империи. Единственное, еще за что я высмеял, конечно же, Бабарику, это было, когда он, по сути, там ядерную сброю назвал орешник. Но это вообще совершенно смешно и, ну, грубо говоря, орешник не является ядерной ракетой. Вот. Но я так понял, что ты не фанат Виктора Дмитриевича Бабарика. Конечно, я не фанат всего "Газпрома" и всех людей, которые с "Газпромом" связаны. Первоначально, когда начинал воевать, с этим всем делом, я понял, что там половина людей, перевязана очень плотно с "Газпромом". То есть такие, давай по-хорошему, Масловский, ты знаешь, что он работал на "Роснефть", "Росатом" и "Газпром". Масловский, Тот ты же маешь под увагой краснолицего блогера? Да, да, А, да. ну, потому что есть Даль Масловский с Бреста, рыбак еще, который тоже Нет, там. именно краснолицего блогера. Вот. Дальше, кто еще у нас работал с этим? Манько, тоже "Газпром", то есть Бабарика, "Газпром". Там, короче, куда ты не сунься, в половине, скажем так, нашей псевдооппозиции, руководящие какие-то должности, люди когда-то либо в бывшем перевязанные с "Газпромом", либо у них друзья "Газпромы". И в этот же момент они, допустим, когда сюда в Украину приехали, как бы ты думал, с кем они первым, начали, вести здесь, диалоги и все остальное? С Гончаренко. Гончаренко — это один из мемов. У него тесть работал в "Газпроме" водителем, и ему подарил $700 000, чтобы он себе купил дом. Это он сам рассказывал в эфире, понимаешь? А И можно вот, тебе вопрос про Бабарику задать? да. А скажи, калі ласка, вось как ты думаешь, чаму як так зрабілася, да, что за Бабарыку збіралі подписи десятки тысяч чалавек. Десятки тысяч человек. Чакай, Подожди, подожди. чакай, я не задал тебе пытання. Не задал пытання. Гляди. То погляди, ну, белорусская оппозиция, которая не газпромовская, Лябедькі, там, Шмецькі, яны за столькі гадоў не могли стварыць ненармальнай партыі нічога. Тут прыйшоў ну, типа пророссийский Бабарыка и простыми словами таким чынам змабілізаваў людзей, што яны занеслі этой ярмошанай паспарты і далі дадзенае. Ну вось для мяне гэта выглядае вельмі дзіўна і вельмі. Сереж, я тебе чуть-чуть по-другому отвечу. Помнишь наш с тобой спор по поводу Протасевича, да, то Нет, давай есть про Бабарика, про Виктора Дмитриевича. не-не-не, это, я просто спрашиваю, ты помнишь его? Ты меня все равно не пераканаў, што ён агент. Ён не агент. Хорошо, но ты помнишь этот спор? Так. Помнишь. Так вот, здесь я тебе отвечу точно так же. Ты видел ли лично очереди за Бабарика? Я сидел у турме, но я видел, а чаму не? Знаешь, что я бачыў? Я бачыў у Берасці, прыязджалі 4 палаткі, ставілі там Бабарыка, Цыпкала, Тихановский, там Тихановская, и все, и люди подходили, и очередь стояла поставить подпись, э, вообще такая огульная, Сереж, каза. в Бересте вот это вот самый большой сбор подписей, да, то есть организовывался, конечно, беростейцами, и в том числе я там был, потому что я ездил вместо Сергея Тихановского, да. И я тебе могу сказать так, что я проехал практически пол Беларуси с сбором подписей, и плюс у меня в Минске стояла точка на Комаровке, да, то есть и
у наших людей еще стояли по городу, и Бабарика практически нигде подписи не собирал. И в тот момент, когда у нас были километровые очереди, к нему подходили ну, один-два человека подписаться. Поэтому ты не найдешь в интернете ни одного видео с это, как его, сбора подписей Бабарики, потому что их не существует, и очередей там не было, потому что по сравнению с подписями, которые мы тогда собирали за Тихановских, с это, как его, ну, им было просто показывать нечего. И вот здесь история про то, что они рассказывают. Вот давай ты правильно будешь формулировать вещи. Они рассказывают про то, что они якобы собрали 600 тысяч подписей. Кто-нибудь это видел? Нет. Не, Это как мне его. выдают, А то, что мы собрали подписи, у меня хранилось на квартире. Есть видео, которое я сделал которое сделал один блогер. Естественно, это в этом видео есть те папки с подписями, которые мы сдавали. Естественно, ну, это видео еще и на кинофестивалях выигрывало. И я это могу доказать, а Бабарика это доказать не может. Вот и окей, все. все, За ладно, 6 ладно, лет не я видел. понял. Я понял. Я постараюсь тебя обвергнуть, но не зараз, а я пошукаю, і коли я знайду, я сделаю рілс. Слухай, давай про Павла Спірина поговорим. Вельми яго паважаю, ён на воле, я ему не писал. Ну, я такі ненавязлівы чалавек. У нас былі з ім вельмі теплыя стасункі. Ты з ім асабіста знаёмы? С кем? С Павлом Спириным? Так. А, с ним особисто я не знаем, лишь, ну, короче, единственное, что я помню, это его внесли в список доверенных лиц, но он честно в самом начале сказал, что он не будет участвовать в митингах, и он не участвовал. Его внесли в список только для того, чтобы он был, ну, то есть, типа, медийное лицо, да, ну, список доверенных лиц Светланы Тихановской. Остальное же, ну, то есть остальное то, что делалось для Павла Спирина, я озвучивать не могу, но Павел должен знать. То есть я скажу так. Я просто не могу озвучить. Ну, Иначе понятно, не, ну люди в понятно, ну Беларуси. хорошо, ты мне скажи про волну, ок, не ок, потому что для меня это вельми он вельми ок, вельми его поважаю, был с ним на контакте до самого арешта, вельми рад, что и он, я за всех рад, кто приходит, и вельми Ну, а после сподіваюся, ареста он с тобой связался? что? Он после ареста с тобой связался? Ну, ён не повинен со мной связываться, чему он повинен связываться, и я с ним не связывался, я э, так само, ну, понимаешь, да? А со Вот. Стрижаком связался? Кто? Он? Ну, слухай, он же тоже может там не разобраться. О, Но знаешь, самое интересное, что он уже вышел довольно-таки приличное время назад. И уже многие люди из той партии разобрались. понятно. После ареста нет, мы не связывались. Петрухин, куда ты нас ведешь хоть? Сябры, я вас никуда не веду. Коли я буду вести вас, я дам знак и скажу, сябры, я буду у тым-то месцы, ну, наприклад, на нейкай плошчы, приходьте, я буду там с флагом БЧБ. Вот так Это будет самая связано. удивительная вещь, когда белорусы начинают не политикам, а блогерам задавать вопрос, куда ты нас ведешь. Блогер не ведет, Да он на блогер приколе, освещает. да он на приколе, Блогер, ты чё? Это инициатива блогер на приколе. рассказывает свое мнение по поводу ситуации, которые видит. Он не ведет. Это вот есть люди, которые называют себя лидерами, и вот они, вот спросите у них, куда они вас ведут. За гроши, за зарплаты. А мы Все что? равно, Сереж, все равно мне на гроши, и я просто тебе говорю, как есть. Этот, как его, даже без вопроса гроши, у Нет, меня вопрос просто один. Куда вы ведете? нет, это пытание Когда отказности у мы тым ліку. приедем домой? К ним вопрос. І гэта Все. пытанне адказнасці ў тым ліку. Грошы гэта пытанне адказнасці ў тым ліку. Так, ну что, Маскевич,
выказаўся, ну не то што вельмі дзіўна, можа паказацца, што ён крытыкуе офіс Ціханаўскай. Вось. Это было ў замку, так? Я не ведаю. Нет, это было, ты имеешь в виду про видео, которое я выложил, это было дебаты между Мацкевичем и этим Прокопьевым. Вот. Ну-ну-ну. То есть, и тут Мацкевич, да, он в действительности начал высказываться, что якобы он не хочет и не может почему-то поддержать ни одну из двух сторон и так далее и тому подобное. И вообще все, вроде как полез сначала в критику, и потом закончил свою тему тем, что все равно все должны объединяться под офисом Светланы Тихановской и бла-бла-бла. Вот, так вот, я хочу как раз, я знаю, что Мацкевич смотрит твой канал, да, и я хочу спросить, а с какого времени вот эта вот философия пришла к тому моменту, что вы начинаете подменять понятия и в самом начале говорите об одном, а потом сразу же идете против своих слов и рассказываете про хороший офис. Если вы утверждаете, Мацкевич, по поводу того, что вы никого не хотите и не можете поддерживать, никого не поддерживаете и не пытаетесь это сделать. Потому что ваши вот эти вот кульбиты, которые вы выписываете, выглядят очень смешно. Ну вот, Ваш московский университет, который вы закончили, дает о себе знать. слушай, вот дословно. Просто мое место сейчас таково, что я не хочу и не могу поддерживать ни одну из политических группировок. Но я так это воспринимаю, что он просто не хочет быть ни за что отказным, что если хтось будзе парафініцца, ён такі стаіць збоку, нібыта арбітр, нібыта канструктор. Вось, и он ничего не парафініцца, и он же тут как бы не критикует там офис, он наоборот как бы свету выгараживае, кажа, ну такая ситуация. Я просто ведаю, что я думаю, что людям не зразумела, про что мы размаўляем зараз. Вот Он сидит, почему? Я думаю, что уже большинство из людей это все дело посмотрело. И я тебе могу сказать, что он сидит просто на грантах, вот этого вот, и сидит на грантах очень давно. Я в этих словах больше услышал из рубрики того, что я бы, конечно, покритиковал, но я на деньгах, я с денег соскочу сразу. Вот и все. то есть вот ты так думаешь. Но у нас же Да. нема як бы доказаў, што ён на грантах зараз. О, Ён так типа ещё. здрасте. Здрасте. Ты что? Как был НКО вместе Егоровым, так и остался. И за этого европейское это содружество, или как она там, все гранты Да-да-да-да-да. Европейская. через него идут. Ты что? Не-не-не, никогда не уходил оттуда и не уйдет. Скажи, калі ласка, Он уже больше 20 лет на этом пилит деньги. Ты что? подожди, ну давай не будем казаць піліт, ну навошта. Ну вось глядзі, што я Ну, хачу. потому что, ну, ты говоришь, на вот что. А я тебе скажу, что я не вижу результатов. Вот Результата нет. я могу утверждать по тому моменту, что вот я искал какие-то результаты, которых добился Мацкевич за все это время, которое он выступает, со своим НКО, получает, ну, как его, поддержку и так далее и тому подобное, но я результатов не вижу. А летучий университет, вот этот, А какой там результат? ну, шчыра кажучы, я толькі зараз даведаўся. Слухай, а скажы, калі ласка, а так магло быць? Вось ты кажаш, што ён нікуды не ўхадзіў. Вось проста, чыста тэарэтычна. То бок ён увесь час, пакуль сядзеў у турме, все равно был у НКО, так? Да. І получается, что ну калі Ягора уже ягоны там вучань, ну я просто тэарэтычна кажу, я Очень. нічога. І получается, что ён сидзіць у турме, а грошы как бы ну как бы ідуць на НКО. І калі ў яго как бы такі ну нармалёвыя кампаньолы, они просто ему скидываюць там и все. Он же тебе прямо в эфире сказал, что не мешайте зарабатывать на пенсию.
Что-то такое было. Ясно. Ладно, добро, все, проехали. Вот. Мы Это как его, здесь Герцог Цукерберг рассказал, а кто добился результатов. Очень много людей в действительности добилось результатов. Я хочу давай. просто сказать. Почему? Потому что все вот эти вот инициативы, которые были хорошие, там и по получению документов, которые были еще тогда, когда офиса Тихановской в помине не было. Был штаб Тихановской, предвыборный и все остальное. Тогда появилось очень много инициатив, которые делали очень много. Это были диаспоры, которые создавали многое, и они работали ну, далеко от офиса Светланы Тихановской. И в этот момент в Польше была принята легализация белорусов. В Украине ну, опять-таки, вот даже через ковидные ограничения народ пускали и так далее и тому подобное. И таких примеров я могу сказать вам, ну, десятка-два точно. Так вот, за все время обычные люди чего-то добивались, а политические структуры, которые появились после этого, не добились ничего. А еще в дальнейшем, ну, в некоторых странах привело к тому, что участились случаи депортации и так далее и тому подобное. То есть произошло ухудшение. Поэтому я могу сказать и знаю много людей, которые добивались. И, кстати, я один из тех людей, которые делали 180 дней без виза. Это, ну, в Украине, это тимчасовий захист, и я могу сказать, что это делалось. Но есть определенное но. Когда пришел офис Светланы Тихановской и перехватил диаспоральные вот эти вот достижения, да, и уничтожил диаспоры, потому что они сейчас уничтожены, то все достижения прекратились. Ты можешь патлумачыць, як офіс знішчыў дыяспоры вось, ну, потому что ну, мне не Все зразумела. очень просто. Как его, не можешь контролировать, возглавь. Дело в том, что в свое время основные там руководители диаспоры и так далее и тому подобное тусовались в одном чате. Это чат, как же он назывался? БЗ, Беларусь и зарубежье, да? Вот. Туда поставили трех людей от офиса Светланы Тихановской, которые просто уничтожили эти чаты. И, ну, то есть сначала они уничтожили эти чаты, там ввели цензуру и так далее и тому подобное. Потом на местах там уже в некоторых странах появилось по две диаспоры, кто-то был за офис, кто-то против офис, да. И по итогу все это дело привело к тому, что, ну, то есть людей там начали клеймить, там, если ты не за нас, то ты сразу же КДБшник и так далее и тому подобное. И в итоге они просто поуничтожали все диаспоры, которые есть. И сейчас, ну, по сути, среди нормальных людей там практически никто не выходит. Выходят те люди, которые находятся на какой-то зависимости от офиса для того, чтобы сделать картинку раз в неделю, там, в той же самой железной браме и так далее и тому подобное в Польше, да, то в Литве. Ну, давай по-хорошему, Наталья Коллегова конкретно, когда, допустим, приходят люди в замок, да, то есть она говорит, условием жизни в замке является посещение вот этих вот митингов, да, на которых офис пиарится. То же самое и в Польше происходит, да, то есть и там очень маленький процент тех людей, которые ходят туда в действительности сами, и они очень быстро уходят. А в основном одни и те же лица тех людей, которые просто, грубо говоря, ну, сидят на грантах, на бабках и так Ну далее и там тому подобное. носят апаратуру. Слухай, ты узгадал Калегаву, да? Калегава на гэтым тыдні выпустила пост «Ретрит для былых политвязанок на Канарских островах». Понимаешь? Уже куплены квіткі, аплачана першая частка аренды за вілу. Але каб 20 жанчын палізняволеных змаглі там адпачываць месяц,
патрэбна агулам сума 22 тысячи евро. І яна там оставляе, значыць, свае координаты, чтоб ей там скидывали, каб яна ратавала гэтых жанчын на Канарскіх выспах. Ну, увогуле круто, да? І я вось даведаўся, што яе Ну, подруга. давай так, по-хорошему я тебе могу сказать, что я ничего не вижу плохого в том, что чтобы кого-то там свозили на Канарские острова для того, чтобы, ну, если у них там плохо со здоровьем, либо еще что-то. Но мне хотелось бы больше понимать, если я туда бы донатил, как отбираются те люди. Во-первых, мне не нравится совершенно, что это чистейший сексизм, если там одни женщины, а ни одного мужика, да, потому что, ну, вот, допустим, он приехал бы Микола Статкевич, да, то есть, вот, допустим, ну, моделируем, недавно перенесший инсульт, да, и поехала бы какая-нибудь рогатка. И вот у меня вопрос, понимаешь? Почему Кто? Коля Девушка-мотолька. Токарчук, Коля Токарчук? Да, ну, хорошо, Оля Токарчук, да, то есть, и у меня был бы вопрос, ну, то есть, что это такое? То есть, я называю это ну, то есть, непрозрачность. Ну, хоть хотите прозрачно, давайте прозрачно. То есть, как вот ты видел, у меня в Телеграме, да, я только по поводу шиномонтажа написал, да, то есть там мне сразу же человек написал из рубрики того, что типа, вот ты неправильно делаешь, тебе надо было бы на что-то там собирать, и в итоге это. Вот, я просто честно вот сказал, что типа там я хочу шиномонтаж открыть, да, вот точно так же и должны поступать все остальные там НКО, ФИГАО и так далее и тому подобное. Покажите, кого вы везете. Покажите. Если все эти люди, блин, извиняюсь за выражение, кони, блин, на которых еще пахать надо, блин, понимаешь, то у меня будет много вопросов. А если это в действительности те люди, которым нужна реабилитация, я сам закину деньги. Слушай, значит, смотри, вот тебе вообще, как бы, я тоже тебя слушаю, люди в машинах умирают, а она про Канары. Людям медстраховки сделайте, бля. Какие Канары? Ну реально, какие Нет, Канары? Подожди, я подожди, дай понимаю и про договорить, то, дай что... договорить. Но. Почему она опять типа собирает там, ну, собираем гроши с людей? Ну что это за Я, фигня? я понимаю и про то, что Карочь, твоя человек любимая, написал. открыла 5 фондов в этом году, понимаешь? 5 фондов. Это угроза національної безопасности Литвы, якая признана офіційно, якая живе у самым крутым месцы Вильны, где участок коштуе $1 миллион. Разумеешь, у ее там дом стоит. И она открывает 5 фондов. И что? И гэтым людям допомагать збирать им гроши на что? Куды яны пойдуць? Ніякай празрыстасці няма. Тут реально люди помирают. Мне звонила вот женщина-пенсионерка с Белого Стоку. Она говорит, бля, я не знаю, что мне делать. Сейчас у меня кончится работа, она там ухаживает за стариком, да? И что я пойду, куда? Куда мне идти? За что просовать? Сокращаю, там это же еще бедный регион подлячий. Сереж, я с тобой согласен, но есть одно но. Я тебе просто сказал, что если людям нужна реабилитация, и они бы показали, что людям там, допустим, нужна реабилитация, то Ну, это один разговор. слушай, я тебе так скажу, для меня Коллегова это знак. Ну, то есть Коллегова сразу до свидания. Карач, до свидания. Ну, понимаешь меня, да? Я Ну, понимаю, это тем людям, которым яны допомогли, им это может быть так чуть диковато, но просто что я как бы ведаю, маю материалы, люди мне наскидывали шмат пруфов, рассказывали, но чамусьці на камеру боятся. Я же специально ездил, сдымал Карач дом. А люди сказали, не, мы боимся. Ладно, окей, лежит у меня в папках все. Калі-небудзь прыйдзе момант, і як Скінзерев, да, праз 5 год сказал, что ему Света должна 2000 евро. И то же самое будет с этой коллегой. То вот я ведаю, что, ну, я б ей ничего, ну, я ей просто не верю, и все. Разумеешь, так? Вот. я тебе примером просто сказал, что самое это как его, вот это вот прикольное. Если ты приезжаешь в шелтер коллеговой, то 100%, ну, то есть она первым делом тебе говорит, ты ходишь на митинги, где вот офис Тихановской делает картины. Все, ладно, не будем про коллегов. Короче, мы сказали, сябры, ось, калі хочаце, то донатьте, мы нікога не адгаворваем, но тое самае, як Маланка просіць, чтоб им там задонатили у Маланки, там где этот Маринич,
который там снимал фильм о Крестину, у которого 28 фундаций, там такие обороты, яны яшчэ просяць, блин, грошы себе, или гэтые пивные аналитики, фисташковые хлопцы, которые А под копцом, тоже дайте нам 1,5 сотка. Это настолько хапая нахабности у людей, там, типа, вообще капец. Настолько, вы понимаете, типа, калі здымаўся гэты фильм Кресціна, выделили 400 тысяч, я вот выпустил фильм, спонсоры, подписывайтесь, он 3 дні будет под спонсорством. я уже смотрел, я спонсор. Вось, і яны, карацей, яшчэ у людзей прасілі праз байсол, накіньце, типа, яшчэ грошы, ну это насколькі это трэба быць вычварэнцам, вы разумееце, блин. Каб у людей просить гроши, там дали грант попилили, и гроши людские, которые люди... Ну, люди тогда просекли, не просекли, я не зрозумел. Ладно, двигаемся далее. Амигу, 50 хвилин мы в эфире, Так, давай, может, яшчэ один какой-нибудь пунктик и пытаннишки, пройдемся по пытанням. я хочу, ну, ты понимаешь, это, ты много вопросов задаешь, дай мне наконец-то тебе вопрос задать, да? Вот, и вот меня интересует вопрос, что ты же прошел через колонию и знаешь, как работает тюремная вот эта вот иерархия, да, то есть сама по себе. И сейчас некоторые бывшие политические вот эти вот заключенные, да, или не заключенные, фиг его знает, говорят, что принудительное понижение статуса в колонии – это просто часть давления. И не стоит придавать этому большого значения после освобождения. Вот. Как ты к этому относишься? Может ли человек, переживший такое понижение статуса, спокойно продолжить публичную деятельность? Или вообще стоит ли такую тему выносить в общественную дискуссию? Слушай, у тебя там аквафрешер появился в Аквафреш. комментариях. Сейчас, я не знаю, у меня там должен быть хлопец, а он его удаляет нормально. Слухай, я так зразумеў, про каго ты кажаш, блин, і ты бачыў гэты, я не знаю, там бульбасраж ці не, на старонцы там майго знаёмага, дзе ён размясціў абураны, что там типа, понимаешь, ну складана, я б не хотел бы абмяркоўваць конкретных людей, ось там клейміць кагосьці, потому что, блин, турма. Вось ты глядзел Павла Спірына фильм, паглядзі, ён выйшаў, распавядаў там. Турма гэта такі апарат падаўлення, вось. І калі чалавека паніжаюць у статусе, то гэта форма ціска адміністрацыі, понимаешь? То форма прыніжэння, блин. Это вельмі цяжкая рэч. Вось. У дачыненні да мяне таксама так дзейнічалі, так? І яны как бы проверяюць сваю трываласць. То бок калі ты прагінаешься, яны далей ідуць. Ну я не кажу, у дачыненні да мяне фізічнай сілы не прымянялася, но давілі там этими сутками, шмутками, вось, подкидывали мяне ў камеру к чалавеку з подазронай статцёй. Вось. Я не магу гэтых людзей судзіць, як яны выжывалі ў тых умовах, так? Вось. Просто что я таксама хотел вернуться, выжить там, как убачыць сваіх, да? Вось. Ну, напрыклад, я знаю шмат людзей, якія рабілі ўсё, рэзалі вены, сядзелі там безліч часу на гэтых карцерах, іх пазбаўлялі па сылах, яны елі вось гэтую бескаларыйную ежу там, блин, не гадамі там, вельмі шмат. Но гэта, понимаешь, гэта выбор чалавека. То бок, калі ты сломался, сдался, пошел у нізкі статус, а нізкі статус, я кажу про свой досвід, гэта ж не толькі там от тебе отшипляются, да, с тобой никто не здоровается, но ты працуешь на ментов, разумеешь, подстукиваешь, то и сёе. Это вельмі цяжка, калі тебе никто руку не падае, никто не размаўляе. Но зато тебе менты як бы не чапаюць, то бок ты не ездишь там по шиза, ось, то бок ты там згадзіўся с гэтым. І гэта выбор чалавека, понимаешь? То, что зараз гэта, уже сколькі, 3-4 чалавекі гэта с нізкім статусам пытаюцца нармалізаваць, мне гэта не падабаецца, потому что я лічу, что гэта ненармальна. Ну, зноў жа, я не хочу их там асуджаць,
таму што гэта цяжкае выпрабаванне. Но калі, напрыклад, быць надалей с таким бэкграундом, ломом, лидером ну, общественного мнения, для меня пытанне. Для меня пытанне. Калі народу так ок, і если народ такую планку прыме, што нашим лідарам можа быць чалавек, который зрабіў вось гэта, то тады, значыць, такі народ. Я бы не хотел быть часткай таго народа, который бы гэта прыпадняў. Но у нас же демократия, разумеешь. Ну, Дополнительный я вопрос. супраць гэтага. То бок, разумееш, если есть такие моменты, подписал паперу с ментами, все, выходишь с поля, с информационного, и просто сидишь там, тебя забыли тебя и все. Но если ты с этим лезешь там в ломы, например, как наш знакомитый анархист, да, ён не был в статусе, но у него вот вось такі бэкграунд. Гэта нічым, ну, гэта параўноўваецца, так? То бок у яго такія траблы у мінулым, а ён хоча нам новасці тлумачыць, да? Тупому народцу. Ну, вось гэта, я супраць гэтага. Вось, таму... Дополнительный вопрос. Это какие? Ты говоришь про народ, да? То есть вот если народ там примет и так далее и тому подобное. Не, А давай по-хорошему, да. Они же приняли, блин, и что Тихановская 15 косарей, блин, у Лукашенко взяла и начали еще и оправдывать. подожди. Учора вельмі как бы істотна сказал Павел Усов. Павел Усов сказал вельмі учора файную рэч. У яго запыталіся, як абвергнуць Тихановскую. І он сказал, что гэта зрабіць немагчыма, пакуль яе утрымлівае Захад. Калі Захад яе выкіне і яна паедзе пісаць во Флориду кніжку, тады нешта будзе. Зараз гэта немагчыма, то бок тут мы немагчымы. А вось слухаць такіх людзей, калі яны будуць выходзіць у прастору, і просто, ну, гэта уже планка, якую задае народ, якую задаюць людзі. А з Тихановскай реально нічога немагчыма зрабіць. Яны не адказваюць на пісьма, яны там, вось, напрыклад, Кабанов, да? Я разместил у себя на Патреоне пост, как он с людьми размовляет, да? Это ж вообще там капец. Ну, просто капец. Вось. Ну... А ты случайно не то аудио, которое Нет. Он просто размовлял там с людьми, как он как бы контактуя, как яны ввогуле себе поводять. Это, ну, просто такие... У меня же есть, где Кабанов говорил, ну и что ж там, 20 тысяч человек посадят с этого, как его, с плана Перамога. Мы что, всех будем предупреждать? Ну да, вось. И тому да. Ну что, сябры, 191 человек, вельмі добрый вынік, 72 злотых донаты. Дзякуй вялікі, Васіліна, дзякуй вялікі, канадскі сябра. Ну что, пройдемся по пытаннішкам, паважаныя сябры. Дзякуй, што ў гэты вечар вы з намі, што вы прыядналіся. У тебя не ідзе эфир, так, Виталий? Вроде нет. Так, привет всем, добрый вечер, Правдорубу, привет, путь к демократии. Так, это так. Завтра, сябры, пишите пытания, завтра поеду на рынок, куплю фарша и наделаю котлет. Так, Маргинез, демократия не панацея, Василина, дякую за донат. Мы идем с вами куда? Так, лайк Украине, открыть фирму во время войны. И что открыть фирму во время войны? Ну, а якая розница, что ездить там на дядю, там крутить педали или свою фирму открыть, коли есть такая махшимость зараблять гроши? Ребят, я вообще хочу передвижной шиномонтаж открыть. Это другая тема. Это бус, и в бусе оборудование. И работать ты можешь в любом месте. Смотри, пытание тебе. Вирус, расскажи, почему ты выгораживаешь бывшую чиновнику Карачиху? Ну, Карач, так я понял. Но я что-то не видел, что ты ее выгораживал, или это не здесь? Я ее не выгораживаю. Это те люди, которые не понимают одного прикола. Я тебе, помнишь, когда ты говорил, я не буду, я не бью никогда тех, кого бьет офис. Понятно. Я ему не помогаю. Ну все, да все Вот. понятно. И я считаю полностью действия неправильным, освобождать время офису, чтобы офис бил меня.
То есть помоги офису для того, чтобы у офиса освободилось время бить меня. Вот. Ништяк. Эйсман Ребята, сказал, что, молодцы. ну понятно, это ты это говорил в прошлый раз. Да. Ну, в смысле, пространно объяснил. Эйсман сказала, что этот таракан, когда узнал про ухудшение здоровья, приказал перевести Садкевича в больницу и его спасти. Вообще, там да, ты, допустим, там будешь умирать, а эти мусор звонит начальнику, доктор, и говорит, ну что там делаем? И когда ему начальник говорит, ну, что делать, ну, спасаем, то тогда спасают. А если нет, просто лежит человек, и все, и там помирает, не помирает. Так, вот, Виталий, я тебе донатил. Так, то есть решение спасти или нет человека у нас принимает Лука. Ну, как бы, может, не Лука, ну, по Статкевичу Лука, конечно. По Статкевичу Лука, вот. А так, да, вот врач звонит начальнику колонии и спрашивает, что делать, там, ты заболел, например. И говорит, иди дальше на промзону, у тебя там температура 38. Все гранты забрали до нас. Вітаю, сябри, Цибуленко, Оксана, привет. Так, о, слава Украине. Так, поздно Героям спать, уже слава. тему контроля за здоровьем разгоняет. Ну, мы працуем как бы ну, без спариша і просто виказуємо такі свої думки, самые простые, які приходять у голову. Ось, Смотри, я тебе вот по поводу здоровья могу сказать одну маленькую вещь. Вот, допустим, я как таковой человек, у меня двоякая ситуация, допустим, по поводу санкций, да. Почему? Потому что есть санкции, которые конкретно бьют по сферам медицины. То есть в Беларуси так получилось, что у меня там есть знакомые, которые с онкологией, есть знакомые, которые сахарным диабетом болеют. Вот. И я знаю, что в Беларуси сейчас очень большие проблемы с тестами на сахар, с препаратами. Препараты, если находятся зарубежные, то только русские, от которых людей рвет. Вот. И на это все повлияли санкции, потому что в эти препараты либо в эти тесты входят какие-то там ну, реактивы, понятно. которые, грубо говоря, нельзя перевозить. И вот в этом случае я очень сильно против санкций, но в случае, когда эти санкции бьют именно по режиму Лукашенко, я за санкции. То есть поэтому тема медицины, да, то есть медицины и не только, ну, здоровье граждан, она для меня все-таки как бы а, я считаю, что наша псевдодемократия должна была выстроить диалог с Европой так, чтобы в Беларусь медикаменты поступали. Ну, понятно, да. Понятно. У нас такая Они, медицина там, да, в смысле такая, как это, фармакология, что вот вельми я про моцна это и стає. говорю, что ну, то есть, чтобы людям не приходилось в 4 раза больше платить каким-то там дальнобойщикам, чтобы они где-то под полой привезли эти лекарства. Я считаю, что одна из вещей, которые бы показали, что хоть как-то какие-то демократические силы думают о белорусах, да, это было бы вывести из-под санкций медикаменты, которые нужны людям, умирающим, в том числе и детям, и старикам, и не только. Да. Можа так, у 20-м годзе Мікалай Статкевіч падтрымаў сярожу. Можа, настаў час сярожы падтрымаць Статкевіча? Ну, не ведаю, я падтрымаю его Статкевіч чи Я не. думаю, Я думаю, что Сергей Тихановский сильно скурвился настолько, что он никого не подтрымая. Вот. Ну, это ты И думаешь, ты гэтага ведаць не можаш. ну, давай по-хорошему он всю команду, которая к нему там и записывалась, и шла, сказал, я их не знаю. Все. Что дальше говорить? Ну, Даже, не блин, после этого ведаю. я видео скинул, где я на Комаровке при нем командовал. Понимаешь? Я Он меня табе не так знает. скажу, я праглядзеў ягоныя відосы до 20-го года, і я просто, вот просто некалькі, много, тады я ж не глядзеў, я просто зразумеў, хто ён, і я думал, бля, ну, просто вот сейчас, бля, так если б я его тогда послушал, я подумал бы, да ну тебя нафиг. А мне ж некогда было, я ж бля, типа блогер, я ж типа делаю там преступления, раскрываю режима Лукашенко. Так, в Украине политзневоленными признано 4
400 чалавек, а яны тым самым пацвярджаюць, што рашэнне аказваць медычную дапамогу ці не прымаюць зусім не медыкі. Так, так, гэта А, слушай, прямо кто-то, Олег пишет. Сегодня Балкунец написал, сколько стоит жизнь семьи с детьми во Флориде. Я же, блин, по этому поводу уже даже пошутил у себя на канале. это вельмі Э, дарагое пи- месца. 15 тысяч долларов в месяц примерно на семью с детьми. Вот. Я же пошутил по этому поводу, что что-то мне кажется, что его стипендии ну, на английский язык не хватит. Я очень сильно переживаю по этому поводу. Сереж, ты там Да моргни ты за яго глазом. не перажывай. Ён уже ж бачыш, там уже і в этом был у Мюнхене, приехал там с Колесниковой сфоткался. Кстати, у Светланы такое лицо незадоволенное на этой фотке. Так, слухай, так, дальше. Що пан Віталь думає об виказуваннях Позняка на Констаткевича, що той займається галімым піаром? Я наконт гэтага думаю, что пан Пазняк занимается галимым пиаром. Понятно. Так, Статкевич не боится ничего. Так, интервью, когда Статкевич находится в РБ, они что, хотят его обратно в тюрьму посадить? Так, Ну, это по поводу того, что у него пытаются взять интервью, насколько я знаю. Да, их не волнует. Еще раз, вы поймите, что люди, которые сидят в Беларуси, для иммиграции политический ресурс, не более не менее того. То есть для тех людей, которые находятся в демсилах, это просто политический ресурс. Если как его, Статкевича еще раз посадят, они будут бегать и рассказывать, как они бедные, несчастные по поводу этого переживают и просить еще грант. Все. Ни более, ни менее. так, про А в Статкевича. действительности им насрать. Как и насрать на эти медикаменты, о которых я говорил. Во. Петрухин такой же журналист, как и вирус. Блогеры они. Так, да, мы блогеры. Мы Они блогеры. ведут сейчас блог. Тихановская как самостоятельный субъект абсолютно неэффективна. А что ты думаешь, вот то, что сейчас Скиндерев сказал? Знаешь, я тебе так скажу, и я ему казал, что мне не подобаецца форма, у якой ён гэта робіць, но то, что, за что я его поважаю, ну, в плане ставлюся да яго станоўча, то, что ён разумны чалавек, то, што ён бізнесовец, ён шмат у яго было актываў, і просто што мне таксама прыемна, што гэта яшчэ адзін голас чалавека, які выказваецца супраць. Вось. Скиндерев, это как человек, такой браток из 90-х, можно сказать так, да, то есть вот я могу сказать такую вещь, что это про вот эти вот деньги, которые, которые Тихановская взяла у него, 2000. Это я уже знал давно, еще где-то с 2020 года, когда со Скинзеревым познакомился. Но вопрос здесь не в этом. Вопрос в том, что я бы хотел добавить к его вот этим вот высказываниям. Дело в том, что 231, по-моему, или 251 человек у нас было в инициативной группе. Каждый практически из этих людей лишился дома, лишился места жительства и так далее и тому подобное. Люди вложили все, что было в предвыборную кампанию. И, ну, то есть я поддерживаю Скинзелева, который требует вернуть ему деньги, которые он отдал Тихановской. И могу сказать так, что ну, она всем тем людям, которые в свое время пожертвовали, должна и обязана. И вот я, ну, примерно, учитывая месяц моей работы, разъезды, все остальное, ну, я 1010 валил в это все дело, и я тоже могу сказать, что, ну, Свет, верни деньги тем людям, которые пострадали. Верни им хотя бы, поставь их на тот уровень, на котором они были, когда они связались с тобой. Многие люди из этих лишились там квартир, семьи и всего остального. Ну, Не гэта забывай про это.
Ну, это, А ты им ну, не а можешь. как она отдаст? Типа, ты чё? В смысле? Как она отдаст? Ну, на Сережу Тихановского найти Ну, 15 слушай, тысяч не, долларов ну она может. это другое. Как она Ну, отдаст? это другое. Так у нас постоянно везде. Что Лукашенко, блин, и лукашенковские прихлебалы говорят, это другое. Что это? Нет, Так это вот, другое. хорошо, Я могу рассказать об одном случае. Это было сразу же после сбора подписей. Мы все вместе собрались на озере. Вот, все. Там, ну, я был и все остальные. ну, И все еще остальные кто? несколько представителей. Тихановский, Статкевич, кто все остальные? Ну, Тихановский тогда сидел со Светой и все сборщики подписей, которые туда могли. И как его видео существует, где она на озере и что она обещала. По поводу того, что она не кинет народ, что она не кинет никого. Это. И она с вами до конца. И после этого, когда назначались эти, как его, эти представительные лица, да, то есть 30 этих лиц, она просто взяла и вычеркнула всех сборщиков подписей оттуда. Сказала, вы не нужны. Вот и все. Ну вот, опубликуй видео, просят. Можешь опубликовать? Найдешь его? Понимаешь, есть одна маленькая проблема в том, что еще часть людей, в том числе в Беларуси, находится, да, из тех, кто присутствовал. И там были частично люди из других штабов. И поэтому Все, понятно. когда-нибудь это видео ляжет в доказательную базу, понимаешь, того, что она Но оно натворила. у тебя есть, да? Покажешь мне его? Конечно, конечно же, оно Хорошо. есть, я Я поставлю поговорю на с твоем тебя. телефоне, хорошо, чтобы я не скачал. Так, Василіна, дякую за донат. Ставим подобайки, ширим эфир. Да, сябры, поставьте еще, коли ласка, пару подобаек. 170 человек, ну хотя бы еще, ну хотя бы 40 еще поставьте. Ладно, хотя бы 10. Так, а нахрена Статкевич опять сел в тюрьму? Ну, это уже много мы обсуждали, на каком основании его обратно приняли. Да, вот именно, что там оснований вообще не было. Если его помиловали, да, и тогда же, когда он вышел, ну, в первый раз и его вернули, никто ж не поднимал кипиша. Вообще никто. На международном уровне там наши политики, что все, пару раз сказали, что он поехал домой, и все. Вот, а Тот можно было человек пишет: медикаменты не под санкциями, но европейские банки не хотят работать с клиентами из РБ. Европейские производители лекарств не могут из-за этого делать доставки. Так вот, это частично он прав, я с ним соглашусь, потому что знаете, как его, есть и такое, но есть и часть медикаментов, которые конкретно под санкции попали из-за содержания в них определенных элементов, которые входят в санкционный список. И я хочу еще добавить, вот как раз для того, чтобы европейские банки хотели бы с медикаментами работать и должны были, ну, с этим разбираться наши псевдонезависимые, не псевдонезависимые, вот эти вот силы. А так как у них не было желания думать о обычных белорусах, больных внутри страны, они этого не сделали до сих пор. Ну да. Так, просто у нас особо избранные уже 20 раз сборы на всякую ерунду делают, а кому-то разово ничем не помогли. Да, совершенно верно. Я хочу еще раз упомянуть, поважанные сябры, Виталий даст мне соврать, на Байсоле, да, на Байсоле есть вельми сумневные сборы. Сборы, которые длятся годами, год, два, вообще непонятно. Я писал, кстати, в международный гуманитарный этот фонд двум женщинам, и мне никто не отказал до сих пор, дагэтуль, 1,5 месяца. Поставил нормальные пытанні про гэты фонд. Нема ніяких справаздач. Я ще раз нагадываю, апошняя справаздача Байсола 23 год. Вы понимаете, то бок, ну, я лишу, что нельга донатить у таким выпадку. Ну, это просто уже кто там хоча. Нагадаю вам, что там попы зараз православные руляць. То бок, калі люди типа святые, да, типа веруюць у Бога, яны что, не могуць парадак навести, не могут зрабіць все, как по-людску было, по-божеску? Ну, вы понимаете, что это за вообще организация? Слушай, я тебе сразу же конкретный вопрос такой в пику.
А ты посмотри, у нас, дедок северинец тоже в Бога верует. Ну да, 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 да. И Мгм. и хвалят один одного, да. Вот. Так что все, что связано с верой, очень интересно Э, происходит Да, обычно. кстати, скажу вам насчет отдыха. Я когда приехал, да, мне предлагали поехать в Испанию. Но я же хотел поднимать канал с колен. Я сказал, ну, я не буду. Ну, типа, ну, вы не отказываетесь, типа, потом поедете. Вот, но я потом думаю, ну, ладно, поеду потом. Ну, короче, позвонил, уже как бы нету. Ну, я вам скажу широ, я эм, не расстроился особо. Просто, что я тогда подумал, что, бля, непонятно, если как бы, ну, как бы, да, если это мне, то как это теперь уже нельзя? Вы же сказали, что можно. Понимаете, да? А потом, когда вот сейчас, потом, когда я уже убачив, що нема ніякої системи, система допомоги повинна быть выбудована, чтобы было понятно, ты пришел, тебе положено это и вот это. А не так, что никому не было, 11 сентября партия Статкевича пришли, все там людям, все вставляют зубы, шуршат, там житло обеспечивают. Ну, так а где система, где справедливость? Вы понимаете, а чем те люди хуже, чем вот эти, которые приехали? Я за всем, чтобы помогали, просто непонятно, непонятно. И Слушай, вот никакой ответственности нет. а можно я задам один вопрос Мне или кому? тебе? Давай. Но он будет провокационный. Да мне все равно. Смотри, я посмотрел твое видео, которое ты выложил сейчас для, этих, как его, для спонсоров, да? Ну, Вот. Это я много чего понимаю, но у меня вопрос, к почемучке, как, ну, как его, Ельский университет, забыл, как его зовут. курейчик? Ну, Куречик, да. У сторона меня вопрос, конфликта, ну. да, к одной из сторон конфликта. Он тем более, скорее всего, тебя смотрит, и ты как его: "Привет, Куречик, там, как дела?" Помнишь, как ты у меня на эфире кричал, что я посмотрю, куда независимость денется без России, да? Так вот, вопрос к Курейчику. А как ты, Я думал, ты мне Курейчик. вопрос будешь Не задавать. не не. И вот, хорошо, вопрос к тебе, да. Как ты думаешь, как Курейчик подписывал документы, что по итогу он сейчас судится за то, чтобы доказать, авторство проекта? Вообще не знаю, вообще понятия не имею, вообще не имею понятия. Я там смотрю, поважанные сябры, сейчас я тебе отвечу. Коли вы хотите меня подтримать спонсорством, там чашка кофе, подпишитесь, станьте спонсорами. Там у меня есть фильм, который я ну, выложил, его еще никто не бачив. Ну, правда, я его зроблю открытым раз 2 дні. Ну, коли хочете мне допомогти, там 5 злотых, то станьте спонсором. Вот. Там серая чамусьці стоїть, одна серая из 40 стоит, кожная серая стоит 1300. Непонятно. Она что, 5 хвилин? Абсталяванне. Колькі у твоей знаёмай Машы Мароз каштуе абсталяванне на дзень, камеры и все гэта. Ну, а тут серая стоит 1300. Я просто ведаю, что абсталяванне, аренда каштуе, ну, дорого. А тут серая каштуе. Там какие-то працы. Короче, сябры, у чым сэнс? У мои руки трапілі 3 документы, э, которые грантовые документы на 400 тысяч евро. Мелася быць 40 серый серыяла, по выніку 0. Судится Марыніч, судится Курэйчык. Разумееце, да? І гэта толькі одна такая хіба, понимаете? А колька іх, колькі гэтых грошаў падаткаў. Как? Я вообще не понимаю, как этот мир устроен. Вот, так что станьте спонсорами, посмотрите. Вот. Ну, не хочется, это у понеделок уже будет в открытом доступе. Так, так. Коллегова очень мутная сама по себе. Так, вообще латушка и лидерки только одна задача — делать все, чтобы не освободить 100%, чтобы не освободить, все слить стопудово. Вот я согласен с вами. Вы, У как те них люди, которые там, видят лицо и слишком большой доверяют. запас. Так, так. Ладно, сябры, дзякуй вялікі, што былі з намі. 196 чалавек, вельмі добры вынік. Віталь, то ли мы с тобой крутеем, то ли няма чаго глядзець у інтэрнэце. Сябры, вялікі вам дзякую, што вы з намі цэлы вечар, што вы актыўнічаеце.
то, што вы нас слухаеце, гэта вельмі прыемна. Мы на гэтым з вами развітваемся. Віталь, развітвайся, я яшчэ пару слоў скажу. Ребят, спасибо каждому за то, что вы пришли, за то, что вы нас смотрели. Не забывайте одну маленькую вещь. Мы рассказываем, мы блогеры, мы рассказываем только то, как мы сами видим сложившуюся ситуацию. Конечно же, это может с вами идти полностью вразрез, и вы можете, грубо говоря, с нами спорить, либо еще что-то. Вопросов с этим нет. Но если мы не будем задавать какие-то вопросы, то с другой стороны, скажем так, наши оппоненты уже забронзовеют по полной программе. И если мы их не будем шевелить, то ничего делаться не будет. Живе Беларусь, слава Украине, вместе мы победим. Всем пока. Да, пока. До наступнай суботы з Віталём. Паважаныя сябры, хочу зрабіць анонс. Заўтра я буду на канале з метра Апіньёна. Ведаеце гэтага крутога я хочу сказаць і вонкава, і па словах блогера. Вось, падабаецца мне ягоныя эфіры, ягоныя думкі. З чымсьці згодны, з чымсьці не згодным, але мне падабаецца то, што ён вельмі часта, дзякуй вялікі Сергей за данат, то, што ён кажа тое, што думае, і ягоныя думкі сугучныя з маімі думкамі, і тое, што я просто глядзеў шмат яго відосаў, і калі ён казаў, памятаеце, вот как многія блогеры кажуць, а вот я казаў тады, і я кажу, з метро скінь, я пагляжу или сам знайду. І да, і ён такое казаў, і ён ужо тады быў правы, і все гэта кусанул. Вот, да, Дмитрий, не, я знаю, як яго зовут, я яго называю з метро амерыканец. Вось, завтра я пастараюся пасля яго праграмы зрабіць таксама выпуск, ну, не навін, уже навіны я не зраблю. Вось, так што дзякуй вялікі. Ёсць Patreon, который я зараз буду трымаць у такім угодным стане, буду нешта там рабіць расследаванні. Скажу вам, сябры, хочу запрашаць вас да сябе на эфіры, калі вам ёсць што сказаць, калі вы нічым не рызыкуеце, прыходзьце, калі ласка. Вось, і калі вы можете дзеліцца інфой, я вам скажу, меня зараз закідалі інфой з 3 ці 4 сторон. Вельмі файная інфа, я зараз не знаю, як з гэтым разгребсціся, но інфа чоткая, інфа праўдзівая, і у мяне ўжо ёсць платны GPT-чат, который дапамагае вельмі структурировать, і ён вельмі добра працуе з цифрамі. Трэба быць уважлівым з GPT-чатам, вы ж ведаеце, но у такие узкие задачи по цифрам ён робіць классно, и вот эти вот все грантовые штуки, которые мне трапили в руки, и он вельми добро считает. Я не знаю, с кем супрацоўничает вирус, спрашивайте у него. Вот. Тут он написал, что Павла Спирина в команду. Вы знаете, мне очень не сподобалось, что Кабанов выпустил пост, значит, что Павел Спирин в наших руках, типа. И там сидел Саша Клочко, еще кто-то, и как помните, вчера Павел Усов сказал, что к Свете добежали АГПшники. Вот. Я просто шчыра вам скажу, я ніколі не кидаюся в вочы. Павла вельмі паважаю, я думаю, што ў яго быў час разобрацца. Вось, і ён бачыць эфіры. Кстати, сябры, пішыце, калі ласка, каго вы хочаце бачыць у эфіры. У каментах пишите, калі ласка, потому что у меня нема ніяких проблем, там заторов, затычек, чтоб я кого-то ну, не пригласил. Мне абсолютно все равно. Абсолютно. То бок, кого завгодно. Ну, только что меня там эти Жигари Кабановы позаблокавали. Готов размаўляць с любыми. Готов трансляваць ваши пытанні любым людям. Вось. Болгунцу я напишу сейчас ему еще в этот в YouTube канал, потому что он мне в ФБ не отвечает. Маргинеза, вы маете под увагой у Владимира. Вообще без проблем, я думаю, что ён прыйдзе. Ну, то бок у нас с ним нормалевые стосунки, никаких проблем. Карач пригласить.
Балаганова, окей. Окей, хорошо, хорошо. Карач Балаганова, хорошо. Так, вот кто-то пишет, Виталик Матус. Можно с вами провести эфир? Никаких проблем, Виталий Матус. Значит, в описании есть мой телеграм-канал, есть, в смысле, мой личный контакт, есть сигнал. Пишите, обмеркуем. Ну, в плане, мне там не нужно, там, что вы там, просто про что поговорим. Конечно, мне, скажу вам, мне потребны простыя твары, простае аблічча беларусаў, якія, памятаеце ж, як было ў Ціхановскага, калі людзі гаварылі, у нас же зараз тая самая рэч, мы з'ехалі на чужбіну і не можем размаўляць, бо мы баімся, то мы баімся, што нам офіс не дапаможа, да? Хаця ён, ну, тут нечага баяцца, увогуле нечага баяцца. Или што нашы там блізкія пацерпяць праз нас. Вось. Так што окей. Таму што, напрыклад, цудоўна, і я простой беларус, Віталь, пішыце мне ў лічку і мы з вами дамовімся, окей, зробім там праграму невядомы герой ці Дыаспара Лайф. Ксюшеньку я маю пад увагай, хачу крышачку, каб яна астыла, ее там вельмі мочаць у гэтым чаце, который называется толькі рэфарматары і рэфарматаркі. Скажу вам, сябры, даволі паказальны чат, і я бы раю вам подпісацца, паглядзець, пра што там пішуць. Там же людзі, якія сябе пазіцыянуюць, якія, там вельмі шмат разумных людзей, Касцюгова, там Ворыхава, там вельмі шмат, вельмі шмат. Яны, як правіла, усе на... Да, к моей трансляции может присоединиться кто угодно с открытым тваром без проблем. Вось, там вельмі шмат людзей, но яны как бы альбо на грантах, эти все Остапеня, потом этот Родненков, уровень просто общения. Они как бы себя позиционируют такими, ну, крутыми, такими разумными, но что яны там вычвараюць у гэтым, как яны хейтят, как яны общаются. И там же сидит еще Владимир Мацкевич. И я помню, когда мне там пожелали там инсульта, и там никто вообще не сказал, ребята, а что это такое, а что у нас за чат? Когда меня там послали нахуй, да это вообще, ну, ну, как бы, я думаю, что вам трэба гэта паглядзець, і гэтых людзей ну, трэба просто ведаць, потому что там і Іван Краўцоў, яны ж лезуць у публічнае поле, яны лезуць у палітыку. Ну, разумееце, пра што я кажу, іх трэба ведаць. Усе, ну, на мой погляд, усе тыя людзі, якія зараз нас прадстаўляюць, усе гэтыя стрымягі, усе гэтыя грантазалежныя, яны не павінны быць. Я думаю, што народ разабраўся. Народ у Беларусі 100% разабраўся, хто ёсць хто. Ну і вы таксама павінны разумець, хто ў замежжа. Северинцу предлагал стрим, он промолчал, конечно. Мне никак, никаких проблем никого нема запросить, потому что у самым таким ганебным, ну, не в ганебным, у самым дрэнным выпадку мне заўсёды пишуць люди шмат пытанняў, хтосьці кагосьці ведае, задай вось гэта пытанне, я просто даже на гэтым выведу, калі у меня не будзе магчымасці ну, нормально падрыхтавацца, потому что я ж працую і скажу вам шчыра, гэта крышку, ну, так цяжалавата, ведаеце, потому что трэба зарабляць, трэба плаціць за жытло, і тут еще, блин, хоть я ж не могу просто в эфир пустым выходить, понимаете, неподготовленным, сказать, ну, типа, ребята, понимаете, я типа стомился, поэтому эфир будет говно, задавайте вопросы. Я так не могу зрабіць. Ну, калі такое прыйдзе, то тады, конечно, да. Так, и человек, который мне дослал донат. Сначала вам следует хотя бы погуглить что-нибудь о вирусе, о том, что он делал, что говорил, откуда получал информацию и получает. Это его замечательные секретные источники, кто одни. Хорошо, проблем няма, я ему гэтай пытанні задам. Ніякіх праблем у мяне ввогуле нема з тым, чтобы задаць пытанне, і калі вы мне указваеце на гэта, я абавязкова пацікаўлюся. Все, сябры, як там кажуць, обнял, поцеловал, обнял, поцеловал, 2 раза покрутил. И слухайте, еще вот просто расскажу, тут записался я, короче, на курсы польской мовы. Сегодня у меня уже 1 курс был, я сам себе купил его тогда, и сейчас я записался на новый курс. И 3 часа урок, ну, короче, я так кайфанул, я в огуле люблю мовы изучать, вот, и вот так вот, как бы,
польская мова. Дисидент бай. Ось накіраваў мяне, дзякую вот ім. Ну, потому что, ну, реально, просто голова такая, ездишь пустая, то думаешь а тут обана и заняток. Мозг как бы переключается. Все, сябры, не буду вас больше затрымліваць. Завтра убачимся абавязкова альбо у Апіньёна з метра, альбо і у меня на канале, альбо толькі у з метра Апіньёна. А я уже пасля яго буду рабіць перадачу. Все. Deutschland, да побачення. Так.